Десятиклассница другой житковицкой средней школы Валерия Коршек на областном этапе злета юных выратавальников пожарных упершыню. Для того, каб трапить сюды, ее команде пришлось пераадолить спочатку районные, потом зональные спаборництвы. Кажа, что вельми жадая перамагчы, але ў любым выпадку основные мэты уже досягнуты. Когда-то в 8 классе мне предложили поучаствовать. И все, и меня затянуло туда. И с каждым годом все лучше и лучше. Здесь мы пополняем багаж знаний по правилам пожарной безопасности, которые потом очень-очень важны в жизни. Областным управлением МНС отзначаюць, у атрадах юных выратавальников пожарных дзяўчын с каждым годом становится больше. И хоть после заканчэння профильного института у боевых частях яны не служаць, але адпаведныя рапорты до кіраўніцтва міністэрства рэдкімі не з'яўляюцца. Пакуль жа у навучэнцаў спецыялізаваных классаў іншыя задачи – бяспека жыццядзейнасці сярод дзяцей и дорослых. В работе с своими же сверстниками, с теми, с кем они находятся, там, проживают в подъездах, в жилых домах, они нам очень много помогают, даже во время учебы непосредственно в своих учебных заведениях, в школах. Злёт юных выратавальников пожарных у Беларуси сёлета проводится ў 26 раз. На жаль, у апошнія гады команда нашей области першае месца на республиканском этапе не атрымлівала. Але гэта значыць, што ёсць да чаго імкнуцца. На працягу 3 дзён пожарны кросфіт, дзе неабходна прадэманстраваць усё прафесійнае майстэрства, аказанне першай дапамогі и нават конкурс вясёлых и знаходлівых. Данные мероприятия дали мне много хороших друзей, новые знакомства, физическую закалку, я считаю, для мужчин это очень важно, и моральную закалку. Сёння фарміраванне военно-патрыятычнай накіраванасці існуюць ва ўсіх раёнах Гомельшчыны. Толькі па інфармацыі абласнога ўправлення МНС у рэгіёне зарэгістравана больш як 8 тысяч юных выратавальников. Это дополнительное образование детей, это профориентационная их такая мотивация. И у нас эти клубы и классы работают только по заявлению детей и потому, кому действительно это интересно. И последние годы развиваются клубы у нас, в том числе по клубы МЧС очень активно развиваются. Дети много хотят знать, хотят участвовать. Это такой предметно-прикладной вид занятий. Прозвішчы маладых выратавальнікаў, якія будуць уключаны ў склад абласной зборнай, стануць вядомыя ў сераду. Правядзенне рэспубліканскага этапа злёта юных выратавальнікаў пажарных запланавана на восень. Олег Сенцюроў, Ганна Кустачова, Александр Чарнышевич, телерадиокомпания «Гомель».